вот несколько кризисов и вот что, ну, фактически, какие они бывают и с чем они связаны. Итак, первый кризис – это кризис потери. Кризис потери связан с потерей вот какой-то одной, например, одной либо двух ролей. Например, человека увольняют, и у него уходит роль, например, сотрудника, работника, либо человек теряет свой бизнес, и у него уходит роль бизнесмена, ту, к которой он уже давно привык, которая занимала у него огромное количество времени его жизни. И в этот момент начинает страдать все, на самом деле, помните, эта система начинает, во-первых, человек не может, даже если хочет, исполнять эту роль, да, потому что у него нигде нет возможностей. Плюс начинает страдать огромное количество ролей рядом, потому что это система и система взаимосвязанных ролей. Например, начинает страдать, например, если это мужчина, то начинает страдать кормилец семьи, который не может принести деньги домой. Начинает страдать друг, который не может уже прийти к своим друзьям, похвастаться своими там ну, возможностями или еще чем-то, и ему уже, может быть, даже стыдно. Страдает, например, сын, который не может уже принести своим родителям какие-то деньги и помочь им. То есть страдает там мужчина, который себя не чувствует ну, вот, сильным, да. То есть начинает как бы вот это вот удаление одной роли вдруг... Господи, я тут прочитала, немножко сбилась. Значит, вдруг не может вдруг не может выполнять, притом огромное количество ролей тоже не задействованы, они тоже не могут исполняться. И в этот момент, как вы понимаете, наступает кризис. Но если говорить так вот быстро, да, то какая в этой ситуации возможность, да, выстраивать новую систему. Я чуть позже об этом проговорю. Вот я хочу сначала дать всю классификацию, а потом мы поговорим, что с этим делать. Второй вариант кризиса – это ролевая замена. Очень серьезная штука, ну, для тех людей, которые вдруг потеряли, может быть, здоровье, например, да. То есть был здоровый человек, вдруг стал инвалидом. И есть там разные варианты, да, то есть человек не может больше, и на самом деле в этот момент почти вся система начинает страдать, потому что человек уже не может ходить на работу, человек не может, ну, болезнь или инвалидность, не может уже заниматься хобби, не может выполнять свои там домашние обязанности и так далее. Вся система страдает, наступает психологический кризис и вообще кризис всей системы. И кто-то на самом деле там спивается и начинает, ну, создает себе роль жертвы, а кто-то становится, например, таким, как паралимпийцы, и живет другой жизнью, выстраивая совершенно новую систему. Но на это, естественно, нужно время и силы. Третий вариант – это кризис ролевой блокировки. Кризис ролевой блокировки – это когда какая-то система, то есть она очень похожа на предыдущий кризис, но какая-то роль просто в какой-то момент блокируется и не может быть выполнена, но возвращение к ней возможно. Ну, например, это лишение свободы, ну не дай бог, да, потеря трудоспособности, некоторая временная, когда человек может потом восстановиться. Служба в армии, когда человек на самом деле не хочет и не собирается, у него было огромное количество ролей, но как только он становится военнослужащим, большинство его ролей просто уходит, и он не может их выполнять, и вся система тоже не работает. Полное разорение, например, не дай бог, опять иммиграция в другую страну, когда все роли тоже уходят, кроме появления роли иммигранта, и нужно доказывать, что ты что-то стоишь, и создавать новые, так сказать, новые роли. Например, рождение ребенка, как бы как ни странно, но, вот, например, с моей точки зрения, послеродовая депрессия – это кризис ролевой блокировки, когда у человека почти все роли, к которым он привык, активным, социальным, уходят, и молодая мама становится вот просто, ну, как бы рядом с ребенком. Это счастье, это здорово, это хорошо, это свой маленький ребенок, но все остальные роли тоже требуют своего, система работает как раньше не может, и начинается вот тот пресловутый послеродовая, начинается та пресловутая послеродовая депрессия. Кризис ролевое встраивание, тоже очень интересная штука. Ну, например, незапланированная беременность, да, то есть, помните, система изменяется, когда либо что-то удаляется, либо что-то встраивается, либо изменяются роли. Ну, например, встречались двое молодых людей, все было замечательно, любовь, морковь, первое чувство и так далее. Ну, вот получилось так, залетела девочка. И что происходит?
Они не готовы оба ни к ролям мамы и папы, ни к ролям мужа и жены, на которых им начинают навязывать родители, да, и система начинает страдать, потому что уже там ходить в институт уже не получается, уже с подружками не получается, там что-то хочется там ходить в походы или еще что-то уже, так сказать, перекрывается, и начинается очень сильный кризис. Кто-то, так сказать, начинает выучивать новые роли, а кто-то фактически делает аборт, либо расходятся молодые люди, либо вплоть до того, что просто бросают потом с ребенком, и все начинают клевать этих людей, но на самом деле не все могут выдержать кризис, особенно когда они не знают, что с этим делать. Ну, другой вариант, это, например, когда 20 лет какой-нибудь мастер работал в цеху, и он был таким вот, знаете, классным, крутым мастером. И тут освободилось место начальника цеха. Все говорят, да давайте Максимыча, так сказать, поставим начальником цеха. Максимыч ставят начальником цеха, ему начинается тахикардия, сердечные приступы, повышение давления, потому что на самом деле мастер это одна роль. А роль начальника цеха это абсолютно другая, ее встраивают, но там нужны менеджерские навыки, там нужно, помните, цели, другие, так сказать, правила и другие сценарии. А у человека их нету. Он не знает, что это делать. Он просится назад, ему говорят, да нет, ты же все знаешь, веди дальше. Вплоть до того, что у человека может быть очень серьезные заболевания. Это кризис встраивания. Это вот 4 кризиса событийных. Теперь вот